Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В Якутии продолжается весеннее половодье. Спасатели усилили мониторинг обстановки, а жителям республики напоминают о правилах безопасности в период паводка, о необходимости соблюдать сигналы оповещения и не игнорировать эвакуацию. О прохождении весеннего паводка в республике и о пожароопасном периоде мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Иннокентий Андросов, начальник службы спасения Республики Саха. Иннокентий Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Все, ледоход, получается, миновал центральную часть реки Лена. Как, расскажите, происходило в этом году? Заторы же были. Ну, в целом, на сегодня мы отметили 8 заторов вообще-то. Ну, Пеледуя, ниже Пеледуя. Потом в Люкминском районе в Хоро, ниже Хоро. И в районе Сагняхтаха выше, ниже. Потом вот ниже города Якутска Эселях. Вот, постоянное место, которое всегда была причиной затопления города Якутска. Ну и есть еще вот сегодня прорвало на устье реки Вилюй Сого-Хая, там тоже затор был. Вот, поэтому ну, сегодня вот видим, да, активная фаза ледохода уже перемещается на север. Вот, но, конечно, хотелось бы вот немножко осветить, да, вообще центральной Якутии, вот, в частности, в долине Туйма, да, под городом Якутском на реке Лена, ну и территории устьевой части реки Алдан, это Ус-Алданский район, Намский район, вообще-то прошло на высоких уровнях. Тревожность была, и когда начало, значит, ну, резкие подъемы в поселке Кангалас и в долине Туймады, ну, было дано нам поручение нашим министерством, во-первых, обследовать, и если есть затор, то провести подрывные работы. Эселяр – это ну, такой поворот, резкий поворот реки Лена, это между селами Партизан и Турой-Хомустах-Намского района. Вот, мы, конечно, сразу же увидели достаточно крупное поле льда, остановилось, застопорилось, и все стоит. И держит воду. Там вода никуда не уходит по протокам и так далее. Поэтому мы приняли решение провести подрыв. Подрыв получился, и с первого подрыва данное поле ушло. Ну и это способствовало уходу, выравниванию, значит, уровней воды. Ну и вот сегодня видим, да, о том, что это постепенно идет. Вот. Но когда подрыв идет, и резкие подъемы идут в ниже расположенных населенных пунктах. Это и также и произошло. Поэтому достаточно также сложновато было на территории Намского района, потому что же у них горький опыт 2024 года, но в этом году гидрологические условия они более отличительные были, чем 2024 год. Уже ледяные пласты, поля, а в тот год битый лед был. Вот. Поэтому, ну и это позавчера это было, и позавчера вот как раз проблема была и на реке Алдан, потому что, во-первых, очень долго затор стоял ниже села Дыгдал, Ус-Алданского района, поэтому нам тоже было дано поручение, во-первых, посмотреть реку Алдан, обследовать, во-первых, ну и если там серьезные проблемы, предпринять меры. Ну, то и мы сделали. Сделали подрыв, ну, достаточно крупное поле льда ушло, это зафиксировано. И, видимо, это способствовало к тому, что на следующий день произошло вскрытие реки Алдан. Но мы все боялись, но из опыта прошлых лет, о том, что будет все-таки наложение, которое вот природой само способствовало. Ну и, наверное, высокая вода при устьевых населенных пунктах Ус-Алданского и Кавязского района. Это Арбен Намского, это Дыгдал, ну и Батамай, и Ситте. Этого, к сожалению, ну не к сожалению, к нашей радости оно не произошло.
Ну и есть ряд причин, которые способствовали к этому. Во-первых, после прорыва трехдневного затора Алданская вода, она вместе с Ленской водой прорвало, и сегодня нижняя кромка ледохода на реке Лена находится уже ниже поселка Сангар. Сейчас сегодня по спутниковым снимкам видим, по информации, он уже проходит устье реки Белюй, ну и тем самым там прорвало как раз с собой унесло затор, который стоял на устьевой части реки Белюй. Вот. Ну и вторая причина, скажем, небольшой воды, которую мы не ожидали, это все-таки вода, она просачивалась через прибрежные протоки реки Алдан, через острова. Ну и третья очень серьезная причина, которую мы выявили после осмотра спутниковых снимков, это все-таки достаточно длинный, крупный пласт льда, он остался. Он остался ниже села Дагдал, тем самым он способствовал все-таки 50% воды только ушло с реки Алдан, постепенный уход. И это, конечно же, очень полезно посодействовало к поднятию уровня при устьевых населенных пунктах. Но сейчас, конечно же, вода уходит, совой ледоход унес высокие уровни, уже идет снижение уровня, и, наверное, когда потепление пойдет, данный пласт, он, скорее всего, уйдет. Вот. Потому что в данном участке очень большие такие плесы, там, так сказать, неглубокие места, поэтому там и остался. Поэтому в целом в Центральной Якутии переходим на север. Сегодня по северам река Ленек уже произошло вскрытие. Сегодня улусным центром, поселком Оленек, там идет густой ледоход. Реки Яна, Индигирка, Верховьях, Забереги, Разбодье, на днях, наверное, произойдет какие-то подвижки, пока не вскрылись в Верховьях. По реке Колыма, опять-таки, в этом году очень неблагоприятные прогнозы. Нашим управлением гидрометслужбы там отмечены, прогнозированные высокие уровни, поэтому, конечно, какое-то волнение есть. Мы помним, что в прошлом году, опять-таки, там было 11 подрывов, очень серьезные заторы. И сегодня, ледоход, судя по спутниковым снимкам, он уже дошел до границы Республики Саха-Якутия и постепенно идет к нам, поселка Зырянка. Но сегодня река Ясачная, пока лед еще не вышел, это в районе поселка Зырянка. Но и сегодня уже нашими гидрологами управления гидрометслужбы отмечены подвижки под поселком Зырянка. Это, скорее всего, тогда завтра произойдет, по прогнозу, вскрытие реки Колыма около Зырянка. Ну и потом плюс 3-4 дня, скорее всего, подвижки и вскрытие произойдет под городом Среднеколымском на реке Колыма. Вот такая сегодня картина. Но одновременно с этим уже в некоторых улусах зарегистрированы пожары. Первые термоточки появились. Могу ошибаться, но, по-моему, в Чурапчинском и в Намском. Как идет обстановка? Сегодня наше министерство по делам гражданской обороны, и наш куратор вчера провел совещание, Дмитрий Юрьевич Садовников. Идут утром и вечером постоянные совещания по снижению термоточек нашей республики. По сравнению с прошлым годом, конечно, меньше принимаются меры муниципальными образованиями, поэтому надеемся, что увеличение термоточек гектаров должно быть меньше. Вот. И в связи с этим и в районах улусов республики принимаются меры, и республиканский штаб под оком все смотрит. Вот. И на снижение класса пожароопасности готовится, зондировщик полярных авиалиний, самолет Ан-26 уже сегодня оборудован. Наши специалисты вместе с специалистами Центральной аэрологической обсерватории
готовы к полетам, но, к сожалению, пока подходящих дождевых облаков пока не видно. Ну вот завтра, послезавтра, скорее всего, будет в заречной группе улусов, и посмотрим. Если будет необходимость и поручение от нашего министерства, мы готовы к полету. Ну и профилактическую работу вы все равно проводите. Конечно же, вот сегодня наши спасатели находятся в 6 населенных пунктах прирусловых, где высокий уровень и так далее. Они проводят населением очень активно профилактическую работу. Вот вчера у нас была информация, наши спасатели помогают сельчанам, ну, по всем работам, которые они просят, поручают и так далее, читают лекции среди школьников в школах. Вот как раз опасное время. Сейчас водный транспорт не ходит. И сейчас, как река начнется очиститься, пойдут маломерные судна и так далее. И эта работа продолжается. Ну и, кроме того, в связи вот, ну, опасным периодом паводка мы проводим много работы патрулирования и рейдов. И, конечно, это все фиксируется, и в наших сайтах это все опубликуется. Да, вот о рейдах, о профилактической работе, несмотря на то, что каждый год говорят, вот когда вот наступает вот эта вот межсезонная пора, выход на лед запрещен, тем не менее находятся такие уникумы, которые, вот отправляясь на охоту, все равно вот где-то на льдине да застрянут. Да, к сожалению, это происходит, но люди, может быть, ну, жаждут хорошей баяна и охоты, видимо, но это очень опасно. Вот, случай, который произошел на реке Лени вот, в районе Хора, Олекминского района, ну, много писали. Вот, такое вообще запрещается, это нельзя. Все-таки жизнь человека, она дается один раз, поэтому лучше выждать, когда уже будет разрешение на выход на речные просторы. Можно и отдыхать, можно и поохотиться, порыбачить. Вот, поэтому в нынешнее время нужно все-таки терпение у жителей республики. Ну что ж, Иннокентий Михайлович, большое спасибо, что нашли для нас сегодня время. Я думаю, что многие зрители сделают для себя необходимые выводы, а вы приходите к нам еще. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.